Да никуда я никакие деньги не приводил. Чего вы мне сказки рассказываете? Вам что, заняться больше нечем? Все, давайте, до свидания, некогда. Слушай, неужели кто-то еще вот на это вот ведется, на эти разводы? Конечно, ведется. Это же рассчитано на психологический такой аффект. У меня вот недавно мужчина, знакомый, состоявшийся человек, вот сдал все явки и пароли, надо быть осторожнее, тем более сейчас, да, время кризиса, самое удобное время для мошенников. И вот в этой мутной воде они и ловят свою золотую рыбку. У людей низкая финансовая грамотность. Я сама вот такая же. Вот до недавнего времени вообще не знала, что такое социальная инженерия. Это же из области кибермошенничества. Да. А там же есть такие еще умные слова, как фрикинг, фишинг, шмикинг. Больше похоже на ругательство. На самом деле такие специальные термины. И как раз сегодня мы пригласили в студию компетентных экспертов, да, с которыми поговорим о кибермошенничестве. Гости подошли уже? Кибергигиена. Есть такое понятие? Каждый раз они придумывают новые схемы. Коронавирус сейчас сам стал поводом перехода по ссылке. Все эти смски с требованием уплатить штраф за нарушение самоизоляции – это фейк. Как вот себя обезопасить в таких случаях? Никогда в жизни государство просто так никому денег не дает. Дорого для хакера взломать банк. Это же деньги, это же финансы. Как так вообще, не понимаю. Давайте ваши лайфхаки. Пожелаю вам гореть всем в аду. Больше 5,5 миллиардов рублей – такова сумма общего ущерба граждан России в прошлом году, понесенные ими в результате мошенничества в финансовой сфере. И большая часть денег граждан, около 3 миллиардов рублей, похищена в результате оплаты товаров и услуг в интернете. Сейчас тема финансовой безопасности людей становится еще более актуальной, так как многие из нас уже перешли или переходят на оплату товаров и услуг безналичным способом. Какие традиционные новые схемы сейчас используют любители поживиться за чужой счет? Как не попасть в сети финансовых манипуляторов? Что такое социальная инженерия и что категорически нельзя делать, если вы хотите сохранить свои деньги? Эти и другие волнующие всех вопросы мы в студии «Честно говоря» обсуждаем сегодня с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, Егор Михтанюк, заместитель управляющего региональным отделением Банка России по Республике Башкортостан. Валерий Шарипов, финансовый омбудсмен по республике. Айдар Зубаиров, управляющий одного из крупнейших уфимских банков и депутат Горсовета Уфы. И Алексей Солодянкин, подполковник полиции, замначальник управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда-то интернет создали для обмена информацией. Сегодня жизнь без всемирной паутины немыслима. Сеть для нас средство общения, работы, развлечения, а еще обманы и мошенничество. Как распознать онлайн-аферистов и что делать, если вы стали их жертвой? Расскажем подробности прямо сейчас. Принцип «утром деньги, вечером стулья» по-прежнему актуален. Оскар Гумеров решил купить квадрокоптер по интернету. Заплатив 27 тысяч рублей, парень оформил заказ на сайте Юла. При этом воспользовался услугой «Безопасная сделка». Это значит, что деньги напрямую продавцу не поступают. Он может их получить только после того, как покупатель проверил товар и подтвердил сделку. Но кто-то позвонил Оскару от имени сайта Юла и убедил его в том, что на сайте сбой и для его устранения надо передать свой логин и пароль. Оскар попался в эту ловушку. Это самая большая сумма, которую я смог накопить, в принципе. И вот. И так легко с ней расстался. Да, так быстро и так легко. Ну и по глупости. Юристы говорят, что в подобной ситуации разоблачить недобросовестных продавцов, к сожалению, практически невозможно. 9 лет фактически мы сталкиваемся с новыми и новыми формами мошенничества, когда выманивают информацию. Это номер кредитной карты, это ваша фамилия, имя, отчество, паспортные данные, это идентификационный код. Главный вывод из этой истории – никому нельзя передавать свои персональные данные, в том числе и пароли от своих страниц на любых сайтах. Специалисты рекомендуют не совершать в сети интернет дорогие покупки, тем более у частных лиц или на сайтах сомнительного содержания. Но главное – это всегда руководствоваться простым, но проверенным правилом. Лучше 100 раз подумать, прежде чем 1 раз кликнуть. Егор, скажите, пожалуйста, проблема кибермошенничества, связанная с онлайн-платежами, сейчас насколько актуальна? Она, безусловно, выросла, эта проблема, и актуальность увеличилась, и она и для организаций увеличилась, и для граждан. Для организаций, прежде всего, в связи с тем, что их сотрудники уходят на удаленку, так называемую, они сидят дома, работают со своих средств технических, и здесь увеличиваются риски. Ну и граждане, находясь дома,
они больше пользуются стриминговыми сервисами, больше пользуются онлайн-заказом продуктов и онлайн-магазинами. И здесь особенно важно соблюдать кибергигиену и следовать определенным А правилам. мы правильно понимаем, что сейчас существуют рекомендации на серьезном государственном уровне максимально ограничить использование наличных денег? Именно в целях гигиены? Ну, это всего лишь рекомендация. Все деньги, находящиеся в обращении, проходят через банковскую систему, через центральный банк. Они проходят карантин. Они выдерживаются 14 дней в Банке России. Деньги? Деньги, Серьезно? физические деньги выдерживаются на карантине. Все, что в последние недели выдается населению, это деньги, которые были ранее обработаны, или это деньги госзнака. Безусловно, это особые меры, которые приняты в связи с карантинными мероприятиями. Айдар, скажи, пожалуйста, вот насколько сейчас актуальна тема кибермошенничества, да, и какие вот наиболее типичные схемы, с которыми вам приходится вот сталкиваться в повседневной работе? Наиболее, наверное, часто происходящая ситуация, это когда с расчетного счета клиента, значит, несанкционированно происходит списание. Таких случаев не так много, но они есть, и они связаны в первую очередь с тем, что предоставляют доступ к своему компьютеру, значит, находятся в общих, значит, сети, значит, не хранят пароли отдельно и так далее, целый ряд мероприятий. Чтобы мы правильно понимали, да, все-таки в основе всех этих схем лежит все равно коммуникация между человеком и человеком, правильно я понимаю? Или можно делать это на расстоянии, на дистанции? Как? Ну, смотрите, если мы говорим о социальной инженерии, то это, безусловно, коммуникация. Когда человек-человек, когда злоумышленник звонит или присылает какую-то информацию пользователю услуг банковских и, обманывая его, пытается заставить его что-то сделать. С другой стороны, если человек пользуется онлайн-магазинами какими-то, здесь прямой коммуникации с мошенником нет. Либо мошенник может путем взлома украсть данные из базы данных интернет-магазина, либо он может заманить покупателя на так называемый фишинговый сайт, да, то есть на какой-то обманный магазин. А как вот себя обезопасить в таких случаях? Вот, то есть, допустим, есть пример, когда человек заказывал часто на Юле, да, и вдруг получилось так, что его с сайта куда-то перекинуло, он перечислил деньги и в итоге остался без заказанного товара и без денег. Как в таких случаях себя вести? Ну, здесь главное оставаться внимательным к тому, что вы делаете. Если вы пользуетесь каким-то магазином, лучше вот в этих условиях лучше пользоваться теми магазинами, которые вы хорошо знаете. Не ведитесь на какие-то новые объявления, где за полцены вам предлагают дорогие товары. Это с высокой вероятностью мошеннические сайты. Пользуйтесь теми магазинами, которым вы привыкли пользоваться в интернете. Сохраните в своем браузере закладку или просто установите мобильное приложение этого магазина, и это большая гарантия будет. Ни на какие ссылки не переходите, всегда обращайте внимание на адресную строку, чтобы там оставался ваш магазин, чтобы соединение было защищенное. Ну, видели в браузерах замочек. Сейчас очень модное слово «гигиена». Вот чего бы это ни касалось, гигиена. Для того, чтобы обезопасить себя от коронавируса, необходимо соблюдать элементарные правила гигиены. Валерия, вот кибергигиена, есть такое понятие? Кибергигиена есть понятие для продвинутых пользователей, так сказать. Наш институт работает с обыкновенными гражданами. Гражданами, которые... Мы сейчас про массовую аудиторию говорим. Да, граждане, которые становятся жертвами вот таких кибермошенников. Иначе не назовешь. Я хотел бы добавить, рассказать, что февраль-март месяц показал резкий всплеск именно правонарушений, попыток взлома на системе Авито, когда у граждан пытались разными путями забрать персональные данные, просили переслать фотографии карты. Мы уже не один год пытаемся донести и ту информацию, что нельзя показывать и номер карты, и срок действия, и фамилия, имя, отчество, фотографировать карты, направлять их. Тем не менее, граждане наши, к сожалению, продолжают направлять, продолжают верить в это. Сколько с начала года возбуждено или возбуждено уголовных дел вот по этому составу? Именно по статье мошенничества 159 возбуждено свыше 1000 преступлений. Ну, это не все связано с финансами, так понимаю, да? 159, она же широкое да, действие но имеет, да? 75% из числа возбужденных уголовных дел, это 75% это дистанционное преступление.
75%? 75%. Краж с карты. Это большая цифра. Спасибо. У нас есть еще один материал на эту тему. Находясь на самоизоляции, многие ищут способы заработать, не выходя из дома, и мошенники пользуются этим. Так, например, лжеброкерские компании обещают золотые горы в торговле валютой, но в итоге игрока на бирже оставляют без гроша. Посмотрим сюжет. Ни разу вот за всю работу мою не было такого, что не было прибыли. Самый минимум, который мы зарабатываем, это 20% от суммы инвестиций. Звонок с неизвестного вам номера, вас называют по имени и предлагают заработать, гарантируя значительную прибыль. Типичная схема для людей, которым нужны дополнительные доходы. В данном случае предложили торговать криптовалютой. На обещание высоких процентов поддаваться не стоит, говорит основатель Древпрома Евгений Сундуков. Все зависит в первую очередь от самого предприятия, насколько оно рентабельно и насколько оно прозрачно для своих клиентов. Возьмите те же стоимость нефти, газа. За определенный период они дают и 30, и 20%. Но это короткие периоды, это маленькие периоды. На год никто вам не даст таких процентов. Да, обычно номер карты, месяц-год, а код безопасности вводите, вам приходит потом одноразовый код безопасности шестизначный. Если вы дальше продолжите диалог и сделаете данные своей карты доступными неизвестному собеседнику, то почти со 100% гарантией вы потеряете свои деньги. Как это случилось с уфимкой Эльвирой Камалетдиновой. В 2017 году ее убедили стать брокером. Я не могла найти работу, и вот по объявлению в Авито обратилась в организацию ООО «Старт». Кстати, она находилась рядышком, там, где раньше я работала. Со временем женщину убедили, что у нее талант в биржевой торговле, и ей нужно открыть счет. А для хорошей прибыли помогли взять кредит в 1 миллион рублей. Они, свели меня с ООО «Генкредит». Сказали, что у нас есть проверенный инвестор. Вы берете под залог имущества своей доли 1 миллион, а там 200 тысяч посредникам, 200 тысяч на обучение. Остальное пополняем счет до 10 тысяч. Через полгода Уфимка вышла в прибыль, но ее убедили не снимать деньги со счета. В ходе очередной сделки женщина лишилась всей суммы. Работодатели только развели руками, мол, таковы правила рынка, всякое бывает. Позже Уфимка узнала, что в подобной ситуации оказались десятки горожан. Педагог Ольга Алексеева оформила на себя аж 4 кредита, чтобы попытать счастье на бирже. Не знаю, как получилось, но так получилось, что они меня уговорили. Какому-то человеку позвонили, он представился Дмитрием, и мы поехали по банкам с этим человеком. И этот Дмитрий, он всегда говорил, то, что заходишь в банк, он со мной в банке не заходил, заходишь в банк и заходишь к конкретному человеку, он тебя уже ждет. Результат тот же. Все деньги поглотила игра на бирже. Женщина осталась с банковским долгом в 1 миллион рублей. По заявлениям граждан, в полиции Уфы сейчас проводят необходимую проверку. Назначены экспертизы и исследуются документы. По результатам этой проверки будет приниматься решение в соответствии с законодательством. По информации МВД, в прошлом году в России зарегистрировано почти 300 тысяч киберпреступлений. При этом их количество выросло почти на 70%. В интервью РИА Новости генерал-лейтенант Юрий Жданов сказал, что сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. В эпоху коронавируса главное, самое сложное и нераскрываемое в большинстве случаев преступления – это преступления в сфере IT. Вот эта вот лжеброкерская схема, она по-прежнему остается рабочей, востребованной, несмотря на то, что постоянные средства массовой информации населению объясняется, и уже очень много пострадавших, потерпевших. Егор, скажите, вот как представитель регулирующего органа, почему это происходит? Почему наши люди продолжают верить в эти сладкие обещания? Видимо, так устроены люди, что они рассчитывают, и злоумышленники, когда они совершают свои атаки, первое, на что они пытаются надавить, это страх, испуг, что что-то произойдет. Второе, это как раз чувство наживы, это обещание заработков. Это больше из области психологии уже, да? Да, но злоумышленники именно этими методами и пользуются из области психологии. И каждый раз они придумывают новые схемы, совершенствуют их, выжидают какое-то время и возвращаются на рынок, как с теми же пирамидами происходит, переходят на новые средства. Они социальные сети сейчас для пирамид используют. Поэтому это постоянный процесс, постоянная борьба регуляторов, правоохранительных органов и злоумышленников. Здесь Алексей, мы правильно понимаем, что в последнее время ужесточена все-таки ответственность именно вот за такой род незаконной финансовой деятельности? Я имею в виду брокерские эти компании, да? Да. Портрет пострадавшего, он какой-то одинаковый? Вот, там, допустим, это всегда женщина там, определенного возраста? Или все-таки это разные люди, разного социального положения?
Ну, если говорить конкретно о портрете, то от 25 до 35 лет большинство страдают именно от мошенничеств, совершенных, я говорю, путем звонков. Мы говорим о банковских картах сейчас. Да, о банковских картах. Да, по банковским картам, да. 25-35 лет, вот так вот категория, большинство пострадавших. То есть это не пенсионеры? У пенсионеров их количество в основном больше, они страдают у нас от контактных мошенничеств, это под видом сотрудников различных служб. А именно дистанционные преступления пенсионеров затрагивают незначительное количество. Процентов 10 где-то вот так. 25-35, мне кажется, это наоборот достаточно должен быть слой такой финансово грамотный. Я думала, что я тут ожидала более старше. Где-то невнимательность, где-то на самом деле безалаберность в части отношений к своим картам, оставление паролей и так далее. Это, правильно говорится, это активное использование карточек в интернете и попадание на какие-то лжесайты и так далее. Егор, какие данные? Да, я хочу добавить, действительно, это все, что сказано, подтверждается данными Банка России, да даже немного шире диапазон, но это скорее не вопрос возраста, это вопрос экономической активности гражданина. Что вы имеете в виду? То есть это люди, которые активно пользуются услугами, которые более-менее имеют какой-то заработок, и с этой точки зрения пенсионеры были целью атак 2 года, может, назад, да, когда это все только начиналось. А сейчас злоумышленники хотят больше заработать, они выбирают людей, у которых просто больше остатки на их карточках. Каждый звонок начинается с разговора. Цель злоумышленника — понять, ну, что-то он знает о человеке, как правило, как минимум это он знает его номер телефона, фамилия, имя, отчество. Мы наблюдаем множество случаев, когда злоумышленник называет вообще другой банк. И люди, сами не понимая, что происходит, говорят: нет, у меня же вот не в этом банке, а вот в этом. И злоумышленник: да, извините, я ошибся. И продолжается дальше алгоритм, по которому он работает со своей жертвой. Есть какой-то стереотип, насколько он оправдан, не знаю, да, давайте обсудим, ответим на него, что вот такие злоумышленники, когда они совершают звонок, у них максимум информации имеется, благодаря какой-то некой утечке из финансовых учреждений. Неважно, это частный банк или какой-то государственный. Насколько это соответствует действительности? На самом деле это не совсем так. Банк России насчитывает уже более 15 разных схем, и в большинстве из них вообще не требуется никаких данных, кроме фамилии, имя, отчества и номера телефона. Что касается утечек, очень давно банковская система занимается этой проблемой, и без преувеличения я скажу, что на нынешнем этапе развития общества банки наиболее защищенные от кибератак организации. Абсолютно верно. Да. Откуда у мошенников наши данные? Вот по статистике, которую имеет Банк России, только 11% данных, которые вот в результате таких случаев 11% имеют своим источником банки. И даже эти 11% не всегда являются результатом взлома, а скорее работы с каким-то инсайдером в банке. Потому что дорого, просто это дорого для хакера взломать банк, он очень сильно защищен. Гораздо дешевле взломать стриминговый сервис, онлайн-магазин, просто сделать фишинговый сайт, продаю кроссовки за полцены. Все, вас же что там попросят? Телефон и номер, мы вам перезвоним. Телефон и фамилия, имя, отчество. Все, вот это уже минимальные данные у Айдар, на самом деле сейчас банки, финансовые учреждения официальные уделяют своей безопасности, кибербезопасности такое внимание. Абсолютно верно. Это прямо на первом месте, да? Банк – это прежде всего надежность, сохранность денежных средств. Поэтому сохранность денежных средств, это сохранность информации, этому уделяется первоочередное внимание. И банки тратят огромные средства на кибербезопасность, на защищенные сайты, на различные там фаерволы и так далее. Я полностью соглашусь, но хочу сказать о своей практике. Так. В феврале-марте месяце этого года очень много обращений было граждан, которые стали жертвами требований микрофинансовых организаций, которые требуют взыскания задолженности по договорам займа, которые граждане не заключали. Персональные данные как передают сами граждане, так и похищаются. Мы даем простой совет. Во-первых, спросите, откуда у них персональные данные. По тем гражданам, с которых требуют долги по займам, по которым они не являлись стороной по договору, во-первых, успокоиться, не торопиться
не идти на уговоры мошенников. Не делать резких движений? Вообще никаких резких движений не делать. Посоветоваться с родными, близкими, во-первых. Они могут, по крайней мере, подсказать, залезть, посмотреть, подсказать. Позаботиться о своих старших родственников. Ведь когда-то они заботились, ведь когда-то они показывали, как правильно жить. Спасибо, а мы вернемся к разговору через несколько минут. Ну вот сейчас такое непростое время, да, когда масса людей на удаленке, и сейчас все уходит в онлайн-платежи, там, начиная от доставки, заканчивая там любыми товарами. И вот именно сейчас надо быть особо осторожными. Да, конечно, мошенники сейчас только еще больше активизируются, играя вот на страхах людей о том, что там Слушай, они будут придумывать все новые и новые схемы, Конечно. и какие-то способы обманывать, да. И давай продолжим этот разговор и поговорим еще об этом. Смотрите во второй части программы. Кибергигиена. Есть такое понятие? Каждый раз они придумывают новые схемы. Не сообщайте свой код третьим лицам. Поверила, что тут говорить, оплошала. Все эти смс-ки с требованием уплатить штраф за нарушение самоизоляции – это фейк. Давайте ваши лайфхаки. Пожелаю вам гореть всем в аду. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем историю обмана в сфере кибермошенничества. Это особенно актуально сейчас, в эпоху удаленки и режима онлайн. Пользуясь банковскими картами, мы не подозреваем, что они находятся под пристальным вниманием мошенников. Чтобы завладеть нашими деньгами, аферисты придумывают все более изощренные способы. И большинство схем основаны на методах социальной инженерии. Проще говоря, нас разводят по специальной методике. Как это происходит, давайте посмотрим в нашем материале. Мне необходимо увидеть вашу карту. Я смогу уточнить там информацию. Раньше это называли мошенничеством на доверии, теперь настоящей телефонной атакой. Смысл прост – заставить жертву поверить в то, что он теряет деньги, и потребовать мгновенно принять решение. Сопротивляться такому напору непросто, особенно когда твой собеседник представляется сотрудником банка. Получилось, так сказать, что списаны какие-то средства моего счета, что срочно нужно принимать меры, потому что они уходят вообще куда-то чуть ли не в Казахстан. Были это вы или не вы? И да, я просто поверила, что тут говорить. Оплошала, хотя, казалось бы, зная все, слышала уже не раз, пыталась объяснить там даже своим знакомым, друзьям, что так делать не надо и что это могут быть мошенники, но вот так вот 12 тысяч в минус. И если в этой истории Дина сама перевела деньги злоумышленникам, то на Ильнара, как он сам утверждает, оформили кредит без его участия и согласия. О существовании заема парень узнал лишь из письма, в котором говорится о задолженности. Оказалось, что деньги он будто бы получил в микрофинансовой организации и сделал это в режиме онлайн, через интернет. Такого не должно быть просто, чтобы человек без подписи и без лица, то есть без папки документов вот это оформлялся. Это же деньги, это же финансы. Как так вообще, я не понимаю. Как через приложение это любой человек? Сейчас на меня, потом на мою мать, отца, то есть любого человека, то есть даже на вас могут такой займ повесить. В микрофинансовой организации разводят руками. Говорят, повесить кредит без согласия человека они не могут. Мы просим писать заявление, чтобы выяснить эту ситуацию. С начала года в Уфе зарегистрировано сотни дистанционных хищений. Все знают, если звонок с незнакомого номера просят назвать номер карты и защитный код, точно мошенники. Но есть звонки, которые очень похожи на настоящие. Тоже начало номера, вежливый, но очень настойчивый оператор. Если человек начал спрашивать у вас информацию по вашей карте, либо захотел узнать данные паспорта, другую персональную информацию, необходимо как можно быстрее закончить этот разговор. Между тем, на фоне пандемии коронавируса Банк России фиксирует все новые случаи мошенничества. Дистанционные злоумышленники звонят горожанам и обещают отсрочки по кредитам, помощь волонтеров и даже диагностику заражения COVID-19. Под этим предлогом мошенники пытаются в конечном итоге выудить персональные данные ваших банковских карт. Давайте в 1001 раз дадим коротко, рекомендации, как себя обезопасить. Что делать в таких случаях? Как я и говорил, не торопиться. Не торопиться, не идти на уловки мошенников, а это профессиональные мошенники, они умеют уговаривать. Это все понятно. Что дальше? Обращаться в правоохранительные органы? Куда бежать? Егор, с точки зрения регулирующего органа, что делать потерпевшему, можно так их назвать? В случае, который мы посмотрели, конечно, идти с заявлением в правоохранительные органы. В первую очередь. Потому что здесь, я так понимаю, даже не существовало отношений между этим человеком и этой финансовой организацией. Поэтому бессмысленно ему туда идти с какими-то заявлениями. В первую очередь заявление в правоохранительные органы. А на самом деле вы фиксируете много к вам обращений по таким поводам в последнее время? Это активизировалось на самом деле?
Именно по вот таким ситуациям немного, поскольку маленькие организации не являются частью организации под названием Финцерт. Это все в черном поле, да, происходит? Скорее так. То есть это не лицензируемая Центральным банком организация, которая создаются, я так понимаю, там, ну, для какого-то там конкретного набора заемщиков и исчезают. Алексей, как часто к вам обращаются с подобными? Ну, в текущем году не более 10% от числа зарегистрированных мошенничеств. Но в последнее время такая популярная схема, да? Ну, не скажу, что совсем популярно. Это все зависит. Не скажу, что все эти кредитные договора заключаются абсолютно все они дистанционным путем. То есть, если бы у нас была вся база данных клиентская в общем доступе, это сколько было у нас потерпевших, да? Это в первую очередь связано с тем, что они невнимательно передают свои паспортные данные, и, как правило, это посредством мессенджера WhatsApp. Вот практика раскрытия таких преступлений показывает, что вот кому-то там и так далее перескидывали свои паспортные данные, дальше они где-то, соответственно, на флешке или так далее размещались и перетекали планом, могут и в интернете фотографии быть обычно. Как правило, вот, они уже служат основанием для заключения дистанционного договора. Просто злоумышленники используют персональные данные, паспортные данные, которые попали там в свободный доступ, да? Ну да, между собой, они же перекидываются, мы же не знаем, куда дальше они идут. То есть необдуманно, я говорю, любая оплата или услуг или так далее, что-то, заключение договора или просто общение, мы порой не задумываемся, ну, просто пересылаем, о последствиях мы не думаем. И забываем вот даже... Вообще, насколько вот интернет-каналы, да, насколько вообще это безопасно? Мессенджеры, почта электронная, там, не говоря уже об остальных, насколько вообще это может быть безопасно? И это все как открытый доступ? Пользователи должны относиться к этому как к открытому доступу. Понимать это? Да. Изначально. Там, да? Изначально. Цифровой след, он никуда не потеряется. То есть один раз попав в сеть, это останется там навсегда. Окей, хорошо. А как же тогда, ну, что делать, чтобы не впасть совсем в какую-то... паранойю, можно паранойю, так сказать, да, но при этом, при всем чувствовать себя финансово грамотным. Вот давайте ваши лайфхаки. Как вы себя ведете в интернете? Как вы покупаете онлайн? Ну, здесь уже было сказано. Во-первых, пользуюсь услугами проверенных, надежных, значит, организаций. Там, будь то банки, будь то, значит, магазины. Внимательно отслеживают набиваемое в адресной строке название сайта. За этим очень надо внимательно следить, потому что много там сделано сайтов двойников, там одна буква отличается, а можно попасть на сайт мошенника. Второе, значит, всегда, значит, внимательно смотреть смс-ки, которые вам приходят на телефоне, там, да? Не проваливаться в электронной почте или от неизвестного источника пришедшая смс-ка внутрь, не нажимать, не открывать, значит, от незнакомых людей, от незнакомых номеров пришедших. Насколько важно выделить отдельную какую-то карту для оплаты вот этих всех онлайн? Вообще это очень правильное решение. Значит, завести там карту для интернет-платежей. Абсолютно верно. И держать на ней какой-то минимум средств, которые необходимы для оплаты тех или иных услуг, да? Да. Не более того. Да. Какая еще нужна дополнительная кибергигиена? Ну, вот я тоже хотел предложить именно этот способ, что насчет одна из карт, отдельной карты? То есть, да, выделяете карту, желательно, конечно, чтобы это не была ваша зарплатная карта, и вы таким образом ограничите свои риски суммой ее остатка. Остаток надо держать маленький, по мере необходимости на нее переводить. Общие правила кибергигиены – это вот прежде всего смотреть, с какого устройства вы работаете. Желательно совершать с одного устройства. Для банков это тоже важно, потому что они отслеживают все-таки инфраструктуру, с которой платежи осуществляются. Следить за тем, чтобы на нем всегда стоял свежий антивирус, обновлять базы, не жалеть деньги на антивирусную защиту, не переходить по ссылкам, следить, чтобы вы не открыли. Вот вроде все элементарно, да? Но почему-то все равно не соблюдают. Это то же самое, что вот с пресловутым коронавирусом. Да? Самый главный совет – постоянно мыть руки с мылом. Вроде просто, да? Да. Но эффективно. Более того, коронавирус сейчас сам стал поводом перехода по ссылке. И мы наблюдаем много таких случаев. Что вы имеете в виду? Яркая новость, или это лекарство от коронавируса. Мы все избавлены от этой напасти. Продлен карантин до сентября. Вот на такой заголовок человек нажимает и с большой вероятностью
попадает на сайт злоумышленника. Спасибо. У нас есть еще одно видео. Как распознать социальных инженеров-манипуляторов? Что надо делать, чтобы предохранить себя от финансовых потерь? Давайте послушаем мнение наших экспертов. Очень многие не получают зарплаты. Когда предприятия встали, а некие негодяи на этом пытаются зарабатывать деньги. Поэтому я свое обращение начну с того, что пожелаю вам гореть всем в аду за то, что вы пытаетесь зарабатывать деньги в сложный период. В период, когда простые люди очень уязвимы. А вот простых людей хочу предупредить о том, что появились мошеннические схемы, которые срабатывают на ваших страхах. Я сейчас хочу конкретизироваться на 3 основных видах мошенничества. Первый, самый простой. Вам на телефон приходит смс о том, что вы якобы нарушили режим самоизоляции. И вам нужно оплатить штраф. При этом штраф вы оплачиваете на какую-то карту. Большинство людей, конечно, на это не реагируют. Но, к сожалению, такие смс-ки приходят и пенсионерам. И они вспоминают о том, что да, они ходили в магазин. Ой, ну мы же не знали, что в магазин тоже ходить нельзя. И они отправляют деньги мошенникам. Последние свои пенсионные деньги отправляют мошенникам за преступления, которые они не совершали. Все эти смс-ки с требованием уплатить штраф за нарушение самоизоляции – это фейк. Это фейк и обман. Есть еще один вид мошенничества. Он трансформировался из достаточно известных уже способов отъема денег. Это когда в интернете выкладывается реклама о том, что именно вам положена компенсация, что якобы государство в поддержку простых граждан готово выплатить какие-то компенсации от 150 до 300 тысяч рублей. И если вы поверили этому рекламному сообщению и переходите по ссылке, в этот момент вас в оборот начинают, скажем так, втягивать мошенники. Они вам говорят, да, конечно, компенсацию можно получить, но для этого нужно открыть карту, для этого нужно заплатить какую-то пошлину, что-то заплатить какими-то маленькими кусочками, начать платить. Вот как только вы сообщите свои данные, как только вы откроете карту и хотя бы отправите 50 рублей, все, они с вас с живого не слезут. Поэтому я вас очень прошу, не ведитесь на такого рода рекламное объявление. Государство у нас, система государственная, имеет заявительный характер. Никогда в жизни государство просто так никому денег не дает. Поэтому просто не верьте. Как бы сказочно ни звучало предложение. И третье мошенничество, я считаю, оно очень гнусно. Это когда на страхах людей некие негодяи начинают зарабатывать тем, что предлагают купить поддельные тесты на коронавирус. Только государственные медицинские учреждения и только аффилированные медицинские учреждения могут делать вам тесты. Никто не имеет права ходить по подъезду и продавать якобы эффективные тесты. Поэтому, если вы таких людей у себя на пороге встретили, если кто-то пытается вам продать эти якобы очень эффективные тесты от коронавируса, просто вызывайте полицию. Резюмируя наш сегодняшний разговор, давайте буквально несколько слов. Да? Алексей, вот коротко, да, что можно посоветовать еще раз людям, которые обращаются к вам, чтобы себя обезопасить и свои деньги? В первую очередь, при поступлении звонков с неизвестных номеров, неважно, кем они представляются, сотрудником банка или иной организации, и сообщают о происходящих рискованных операциях по вашему счету, в первую очередь, необходимо прекратить разговор, сразу же отключить. Просто прекратить? Да, отключить. Сразу взять свою карту и позвонить по телефону горячей линии, которая там указана. Да, ни в коем случае, во всех случаях абсолютно, 100%. Каждая банковская транзакция, она сопровождается поступлением смс-сообщения. И там написано, ни в коем случае не сообщайте свой код третьим лицам. В том числе, там прямо написано, сотрудникам банка. Ни один банк никогда не спрашивает код. И никогда не звонит напрямую клиентам происходящих рискованных. Он блокирует карту сразу, в автоматическом режиме. Следующий это момент, тоже у нас распространенный сейчас на сегодняшний день вид, с учетом и сейчас ситуации, которая складывается, взлом аккаунтов социальных сетей.
когда друг другу пересылаются сообщения, займи там до зарплаты и так далее, я в беде, и как уже говорилось, да, ни в коем случае не надо сразу бежать и снимать деньги или перечислять. Надо удостовериться. Сначала, в первую очередь, обязательно позвонить этому человеку и убедиться, что с ним все в порядке, либо действительно у него какие-то проблемы. И только после этого уже принимать решение о переводе денежных средств. Это вот 100% понятно подобные действия. Следующий момент. Ни в коем случае у нас также немало регистрируется преступлений, связанных с мошенничеством в отношении престарелых граждан. Именно когда к ним приходят под видом работников социальных служб и предлагают различные услуги. Там и снять, в том числе я говорю о снятии порчи. Там, провести дезинфекцию. Да, будет много будет сейчас, да, вот, ну, предполагаем. Ни в коем случае посторонних лиц не пускать в квартиру. Ну, тоже элементарно цифровая гигиена, как говорится, значит, периодически менять пароли от электронных почты, от социальных сетей, хранить в недоступном месте для внешних, для глаз, значит, пароли карты, пин-коды, CVV-коды на карточке. Ну, главный способ защиты от социальной инженерии – это осведомленность гражданина. Поэтому Банк России именно этому аспекту уделяет много внимания. Он занимается финансовой грамотностью и киберграмотностью. Для этого даже создан специальный ресурс fincult.info. Вы можете зайти, посмотреть там все вот примеры, о которых сегодня рассказывались, в доходчивой, понятной форме показаны, что происходит, как реагировать, как действовать. Поэтому занимайтесь повышением своей финансовой грамотности, своей киберграмотности. И один очень важный момент, да, что если вы хотите воспользоваться услугами какой-то финансовой либо микрофинансовой организации, посмотрите прежде всего на сайте Банка России, если она в вашем реестре. Правильно мы понимаем? Да, безусловно, на сайте Банка России. Уважаемые гости, спасибо вам за очень предметный и полезный и актуальный разговор. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Руслан, ну как тебе наш сегодняшний разговор? По мне так ничего нового, мне кажется, мы сегодня не обсудили. Слушай, ну сколько раз твердили миру, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да? И вот все вот эти вот технические там кибернавороты, да, это по-прежнему всего лишь приложение к психологии. Ну поэтому это и называется социальной инженерией. Но самое главное, что может быть хоть плюс такой большой будет, то что наши зрители, по крайней мере, пересмотрят свои отношения к финансам. Алсу, на дурака не нужен нож, ему с 3 короба наврешь и делай с ним что хочешь, да? И если вот после сегодняшнего выпуска хотя бы один человек сделает выводы и не попадется на удочку мошенников, ну, я считаю, уже есть результат. Руслан, пусть не будет дураков. Тебе слово. Честно говоря, сегодня куда ни плюнь, везде нужна гигиена. Вот и киберпространство не исключение. Чтобы не попасться на удочку интернет-мошенников, надо соблюдать примерно такие же элементарные правила профилактики, как и с чертовым коронавирусом. Личную кибергигиену и безопасную дистанцию. В смысле, никому ни под каким видом не передавайте персональные данные и не верьте на слово, если это касается денег. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. А честные продукты в сети кулинарии «Пышка». «Пышка» – все всегда и для всех, как для себя и своего ребенка.